Людмила Косихина по образованию швея. В Волжский дом ремесел пришла заниматься лоскутным шитьем. Сама не заметила, как втянулась в ткачество. Работа монотонная, но это мое, говорит мастерица. Началось все с половиков. Но когда уже начинаешь заниматься ткачеством, это уже затягивает вообще все. И потом уже начала пробовать. У меня и покрывала, и ковры тканые есть. И также аксессуары всякие, сумочки там, все такое в одежде используем. Даже столешники на стол, салфетки. И это все затягивает, и хочется творить и творить. Смотря на ткачиху, за работой мы видим сам процесс рождения ткани. Но от глаз смотрящего скрыт очень важный и трудоемкий этап подготовки станка. Он подчас занимает больше времени, чем само ткачество. А начинается он с подготовки расчета ниток для основы. Из 500 метров ниток выходит 9 метров косы. Чтобы намотать косу, уходит целый день. Сколько километров проходит мастерица, не задумывалась. Чтобы намотать косу, подбираются сначала нитки. То есть в голове уже укладываешь, что там у тебя будет, да? Подбираются ниточки. Мы приспособились на стене, эти колышки забили, и там наматываем косу. Ниток, конечно, может быть, зависит от ширины твоего изделия. 500 может, 540, самое большее я наматывала. Привязываешься там и так ходишь, пока не намотаются эти нитки. Потом скрепляешь во всех местах эту косу, чтобы, естественно, ниточки не запутались, и собираешь в косу. Собираешь в косу, и потом уже идешь к станку на заправку. Заправка — это тоже длительный процесс. Сначала в бердо заправляешь, потом нитчинки, наматываешь на вал остатки косу, и там уже привязываешься тоже к валу. Когда заправишь, уже смотришь, педальки нажимаешь, смотришь, не торчат ли ниточки. Если ниточка где-то спутана, ее сразу видно. Ошибиться возможно, наверное, везде. Потом приходится, исправлять, там есть возможность исправить. А так в заправке очень, кропотливо эта работа, не спутаться последовательность, именно, когда наматываешь косу, там есть эта восьмерка, да, и очень важно не спутать эти ниточки. Неделю где-то на заправку уходит. Неделю только заправляешь этот станок. Если подготовка станка к работе такой кропотливый и долгий труд, то невольно встает вопрос, а сколько же времени уходит на весь процесс от подготовки до снятия со станка готового изделия? Если все готовое под рукой, то за месяц, наверное, можно и сшить это все, приготовить. Если это все вновь ткать попросили, например, кто-то по цвету, да, ведь, например, желательно какой цвет им нужно, тогда до полгода может готовиться это платье, костюм. Если с орнаментом, то побольше времени уходит. Например, в день там получается, если орнамент сложный, где-то 10-15 сантиметров, например, в день. Я не знаю, как наши предки работали, да, у них же это вообще кропотливый труд, и тем более раньше такого света не было, да. И я поражаюсь нашим предкам, женщинам, которые и полный двор скотины, и детей очень много раньше было, и они находили время ткать. Вообще удивляюсь женщинам нашим. Каждый новый проект для Людмилы Николаевны – это новый мир, который она открывает с радостью, испытывает волнение от предвкушения работы и ожидания результата. Несомненно, для этого человек должен обладать определенными качествами. Терпение, усидчивость, да, и работа в цвете, может быть, подбирать цвета, чтобы сочеталось одно с другим. Это может быть. Ручное ткачество – одно из древнейших ремесел и самых распространенных видов народного искусства, и оно сохранялось в деревне вплоть до 20 века. У меня у бабушки очень осталось много тканых половиков. В то время, когда еще была совсем молодая, юная, я не понимала цену этому всему, я не понимала. Только уже придя сюда, это я осознала. И это все так, куда-то исчезло. И, не получилось беречь, что ли, как-то надо это было.
беречь. Она очень была тоже аккуратна и шила сама, все делала сама, детей обшивала. Фотографии просто вот помню старые, там и отец там с братьями, да, вот в штанишках таких, на босу ногу как бы стоят там, в штанишках, которые бабушка им шила. И еще это спорили очень, карман. Раз ткани было, как бы сказать, не особо-то много, кому-то карман пришили, кому-то нет. Вот говорили, что очень спорили из-за этого с братом, кому носить с карманом, кому без кармана. И как бы сейчас все, конечно, вот это вот хочется вернуть. Это хочется беречь, это хочется возрождать. Стоит отметить, что возрождение идет. Народные промыслы и ремесла снова становятся популярными. Народные ремесла снова стали родными и востребованными. Ну вот сейчас, я думаю, возрождаются вот эти все традиции, обычаи, и люди стали больше интересоваться вот этим. Очень хорошо берут половики, даже просят на заказ. В прошлом году вот соткали на заказ. А так у нас есть выставочный зал, мы туда готовые изделия отправляем. Ну и вот на орнамент, на костюм, на платье. Кто-то вот, например, выступает в таких в ансамблях, да, в каких-то удмуртских. Повседневно не заказывают, выходит дорого. Но приносят старые платья бабушек, просят воссоздать, говорит Людмила Николаевна. У нас, у калмезов, он более-менее, как бы простой. Он проще всех вот у срединных удмуртов. Такой не кричащий. Он спокойные цвета, да, праздничный, как это, белый цвет. А повседневно, вот клетка, черный цвет, он как бы более к старшему поколению, к возрасту идет. А если девушка юная там или женщина, у нее более светлые тона присутствовали. Раньше мастерство передавалось из поколения в поколение, от матери к дочери. Умение ткать определялось как одна из важнейших составляющих женской добродетели. Не случайно девичье тканое приданое выставлялось на показ, чтобы все увидели мастерство девушки, ее усидчивость, трудолюбие, умение видеть красоту и создавать ее. Сейчас мы не задумываемся о том, как одеться, идем в магазин и покупаем. А не так уж и давно, для того, чтобы шить себе приданое, девочка начинала учиться ткать с малых лет. Девочку уже с 7 лет приучали вот ко всему к этому, потому что надо было и приготовить и приданое, и все, да, и девочки, вот она с 7 лет уже приучалась к этому, к качеству, потому что, как бы сказать, с приданым выходили замуж. Людмила Косихина изучает орнаменты, традиции, обычаи, все это собирает. Благо, что литературы у нас много. Говорит, есть на что опереться. Вот эта ткань соткана на этом напольном станке. Из одной косы тут получается 8 метров. Орнаменты, конечно, подбираем под то изделие, что мы хотим отшить, например. Это у нас было соткано на костюм. В дальнейшем это будет отшиваться. Даже вот подобрали ткань, которая соответствует по цвету. Орнаменты отличались в каждом районе, как бы они все читаются, и у каждого района свои вот какие-то определенные орнаменты. В голове пришла идея, что нужно вот на костюм, на платье что-то соткать, да, и подобрали орнамент, как бы вот это женский знак, он означает женскую эту энергию. Вот это соткано тоже на ткацком станке. Это ткал даже мужчина, работал раньше у нас. Мужчина, вот он такой прямо кропотливый был. Хорошо вот это пользуется спросом, вот славянка. Тут уже идут вот такие вот сразу с орнаментом ткань идет. Такую берем на костюмы. Тут вот даже идея была с фартуком. То есть соединили ткани, разрезали, так как станок узкий. Вот эта ширина ткани была не широкая, поэтому соединяли вот 2 полотна, и вышивка была. Он как бы в процессе, этот фартук.
Тканые вручную изделия имеют особенную энергетику, это сразу чувствуется. В них есть какая-то магия. Люди вспоминают, как помогали бабушкам в ткачестве, резали и скручивали тряпочки. Причем вспоминают это с очень доброй улыбкой, как будто в детство возвращаются в гости к бабушке, в деревенский дом, где топится печка, пахнет пирогами, и полы засланы разноцветными половичками, сотканными из старой одежды, которую носили, а потом не выбрасывали и узнавали в какой-то полоске рубашку или платье. У многих хранится и до сих пор приданое от бабушек в виде рулонов половиков, потому что ткать умели почти все. Ткали рушники, скатерти, половики и покрывала. Одним словом, создавали вещи, без которых трудно было обойтись. Но как в каждом ремесле были мастера, которые создавали поистине произведения искусства, шедевры. Удмуртский Зятлут, Калиновка, Лудзилка, Ключи, Ключевская, Актамыр, деревни которых нынче нет на карте Удмуртии. До сих пор идет молва, что к мастерицам из этих деревень съезжались люди со всей округи. Их дело продолжают современные мастерицы. В этом чувствуется связь поколений, просыпается генетическая память. Смотришь за работой мастера, и глаза радуются. Радуются процессу рождения полотна из нитей, как новому полотну жизни.